Между тем, сезон паводка все ближе. По наихудшему сценарию от него в Якутии могут пострадать 45 тысяч человек, в том числе и на реке Вилюй. Сегодня Госкомитет по обеспечению безопасности населения провел совещание, на котором представители Вилюйской группы районов отчитались о подготовке к половодью. Готовы ли они, расскажет Виталий Абрамов. По предварительной информации специалистов, к началу этого месяца на реке Вилюй толщина льда составляла до полуметра меньше средних многолетних показателей. И исходя из гидрометеорологических условий, вскрытие Вилюя на среднем течении ожидается на третьей пятидневке мая. Нижнее течение – это четвертая пятидневка мая. Максимальные уровни весеннего половодья ожидаются близкими к средним многолетним значениям. При дружном формировании весеннего половодья и образовании заторов льда максимумы могут значительно превысить норму и опасные отметки начала подтопления хозяйственных объектов. Однако более точные данные будут озвучены к середине апреля. Также на паводок в Вилюйской группе районов большое влияние имеет каскад Вилюйских ГЭС. Начало притока, весеннего притока, это примерно 15-20 мая должно обеспечить примерно порядка 16 кубокилометров свободной емкости, что у нас должно достаточно для принятия весеннего притока. Таким образом, пропуск воды с Вилюйских ГЭС до начала половодья не ожидается. На совещании присутствовали, в том числе и в режиме видеоконференц-связи, представители Вилюйской группы районов. Наряду с населением власти акцентировали внимание на то, чтобы и домашние животные были в безопасности. Здесь есть уже планы, есть уже техника, которые распределены по зонам, и техника, которая будет обеспечивать эвакуацию людей. Это мы всегда будем эвакуировать школу, среднюю школу, которая стоит. А от зон скота лошадей уже во время паводка в деревне не будет. Они уже на отдаленных участках. А будет коров, КРС. Но в этом плане тоже работа есть, план есть, и будем эти учитывать. Также спасатели посоветовали еще раз на местах проверить связь, резервы продовольствия, места временного размещения эвакуированных и провести профилактические беседы с охотниками и детьми. Есть, конечно, небольшие недостатки, которые сегодня были указаны в муниципальном образовании. Ну а в целом, подводя итог, по Вилюйской группе районов, районы, которые сегодня были у нас заслушаны, я еще раз повторюсь, это Верхневилюйские и Сунтарские районы, в целом муниципальное образование, органы управления готовы к предстоящему весеннему половодью. В настоящее время в Якутии разработан целый план по снижению рисков от чрезвычайных ситуаций. И с начала апреля проводятся командно-штабные учения и проверки готовности муниципальных образований на местах. Виталий Абрамов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.